красный клевер. Отдельная песня про него. А теперь стихи, да? Значит, что такое делает красный клевер? Красный клевер – это растение, уникальное чем? Природа все создает какие-то интересные вещи по одной. Значит, красный клевер – это растение, которое, помимо того, что восстанавливает кроветворные функции организма, то есть работает с органами, которые занимаются кроветворением. А кто у нас занимается кроветворением? Как приятно. Твоя коррекция. Кроветворением у нас занимаются два органа. Это селезенка и костный мозг. Значит, больше, к сожалению, у нас форменные элементы крови не вырабатывает никто. Причем селезенка вырабатывает еще фактор иммунитета, потому что в ней организуются и вырабатываются лейкоциты. Поэтому у нас селезеночка очень необходимый орган, и у нас очень часто на нее не обращают внимания. То есть делают УЗИ, смотрят все, что хочешь, кроме селезенки. Вообще считают, что у нас такого органа почему-то нет. А он у нас есть, и он у нас очень нужен. Поэтому у нас красный клевер, во-первых, восстанавливает нормальную формулу крови, причем в течение 21 дня формула крови полностью заменяется, то есть при приеме красного клевера. Дальше преимущество. Он у нас выступает как фитоэстроген. То есть применяется женщинами, может, в чередовании с валпьямом, либо приниматься вместо валпьяма. Мужчины у нас принимают красный клевер после 30 лет для того, чтобы минералы и витамины усваивались. Значит, дальше. Красный клевер работает в бронхолегочной системе, ослизняет, эвакуирует из бронхов застойные различные явления, снимает першение, кашель и так далее, очищает бронхолегочную систему. Плюс ко всему, красный клевер у нас что умеет еще делать? Заниматься иммунитетом, поскольку он работает с кроветворными органами. Может приниматься в любом возрасте. Дозировки обычно на красного клевера мы рекомендуем либо 3 капсулы в день, либо 6 капсул в день, в зависимости от ситуации. По срокам приема это может быть до полугода без перерыва. То есть как-то тоже длительный прием. Привыкания к нему нету.